Здравствуйте, дорогие телезрители! На канале КТРК Спорт обзор матча 10-го тура топ-лиги Кыргызстана. Тур получился ярким на события, также было забито немалое количество прессинговых мячей. Открывали тур две команды, которые замыкают таблицу. В Кочкарату приехали подопечные Александра Бельдинова. Нефтяники после выезда в Карабалту были в хорошем состоянии и вполне могли рассчитывать на 3 очка. Алгинцы пока на последней позиции и в последних матчах не очень-то и радуют своих поклонников. У нефтяников четко прослеживается то, что они играют от соперника и от обороны, ловя соперников на контратаках. Бишкекчане владели небольшим преимуществом, но воплотить эти моменты в голы не получалось. Все решила концовка матча, когда только что появившийся на поле Рамзи Набиев ударом через себя решил исход матча. После этой победы алгинцы поднимаются с 9 баллами на 4-ю позицию. У нефти также 9 баллов, но они на 5-м месте. В южной столице Кыргызстана в битве сошлись Алай и Карабалта. Алай пока уверенно двигается на дистанции и в случае победы в этом матче могли оторваться от 2-го места на 12 баллов. Карабалтинцы потихоньку начали входить в темп топ-лиги и также в последних матчах показывали довольно содержательный футбол. Но вряд ли у гостей были надежды на благоприятный исход. На правах фаворита ашане с первых минут прочно осели у чужих ворот. На 15-й минуте алайцы провели хитрую голевую комбинацию, и на дальней штанге Илья Залимов ударом головой открывает счет. После забитого мяча игроки Алая не переставали атаковать. Активен был впереди Мудиба Сидибе, который на 34-й минуте удвоил счет. Сидибе, отлично вступив в прессинг, заставил ошибиться Максима Васильева. В дальнейшем нити игры были у хозяев, которые раз за разом упускали моменты. На 45-й минуте Сидибе после отличных индивидуальных действий делает дубль и, кажется, решает исход встречи. Уже в добавленное к первому тайму время алайцы немного расслабляются, а Атай Джакобаев ударом головой сокращает счет. Уже в начале второго тайма хозяева снова делают счет разгромным. Муралим Ахмедов отдает классную передачу под удар Умарову, который сильным ударом прошил Васильева.
Карабалтинцам было уже нечего терять, и гости начали играть смелее, чем озадачили Ашан. На 65-й минуте Илья Залимов фалит в штрафной, а арбитр Абдулдаев указывает на точку. Саламат Мамбеталиев с пенальти сокращает отставание в счете. Яркий матч и яркая победа действующего чемпиона. Карабалта, несмотря на поражение, могут гордиться тем, что не опускают руки и борются до последнего. Закрывали тур два соперника за место главного преследователя Алая. В перерыве между 9 и 10 туром в стане Дордоя произошли изменения. Главный тренер нашей национальной сборной Александр Крестинин сменил на тренерском мостике Руслана Сыдыхова. Интересно было посмотреть, что покажет золото-синий под руководством нового тренера. Абдышата отстает от Алая уже на 9 баллов, и чтобы в нашей топ-лиге оставалась хоть какая-то интрига, катовчане обязаны были играть на победу. В общем, ожидался матч двух интересных команд. Так как Дордой играл дома, именно они с первых минут забрали инициативу. Не сказать бы, что у Абдышаты игра впереди не шла, но оба голкипера первый тайм, откровенно говоря, скучали. На второй тайме хозяева и гости вышли более собрано, и моменты начали появляться с завидной регулярностью. На 70-й минуте Авазбек Уткеев подает со штрафного, а Алишер Азизов, отлично сыграв на опережение, открывает счет. После того, как дордоевцы вышли вперед, они немножко прижались к своим воротам, а пивовары всеми силами пошли вперед. На 85-й минуте активного Улувасына в штрафной валит Азиз Сыдыхов, и Чекербеков назначает пенальти в ворота Валерия Кашубы. К мячу подходит сам пострадавший Алирива Улувасын, который бьет в угол, но Валерий Кашуба сыграл выше всяких похвал. Минимальная победа Дордоя, которая теперь в одном очке от Абдышаты. Таким образом завершается первая половина топ-лиги. Алай с 9 победами и 1 поражением в лидерах имеет 28 баллов. Следом идет Абдышата, в активе которого 16 очков. На третьем месте Дордой с 15 очками, у Алги и Нефчи по 9 баллов, у Карабалты 7 очков. Топ-лига уходит на летний перерыв. У команд есть время поработать над ошибками и сделать нужные трансферы. Оставайтесь на канале КТРК Спорт и следите за нашим футболом. Обзор подготовил Артелик Джанчиев. До новых встреч. Пока.